весь главный павильон выставки звучат народные мотивы Коми. Ансамбль «Северная околица» приветствует гостей. Идут посетители сначала на музыку, а уже после на ароматы. Мясные, ягодные, хлебные. На одной площадке десятки лучших брендов из Коми. Площадка нашей республики впечатляет размахом. И речь не о размерах экспозиции, а ее наполнении. Здесь практически весь ассортимент продукции и самые яркие производители. От крупнейших до самых маленьких. Те, кто не смог приехать, лично передал свою продукцию. Из ПК из Усть-Вымя, к примеру, поделился фирменной морожкой. Свои достижения на выставке Коми представляет в числе 60 регионов. Неподдельный интерес к нашей площадке проявляют соседи по выставочному ряду. Делегация из Пензенской области во главе с губернатором. Иван Белозерцев просит поделиться секретом производства оленины. У нас лежит в сухом посоле где-то порядка 25-26 дней. А потом мы выдерживаем, уже проводим копчение. Все. И Спрос есть. Но спрос очень высокий. Честно говоря, у нас столько, каков на сегодняшний день спрос, у нас на сегодня оленей столько нет. Впрочем, это далеко не все, чем может удивить республика. Наши промыслы, наши дикоросы, вот это, в принципе, можно достаточно богато и богаче гораздо, чем здесь представлено показать. Да? Те же самые рыбаки. У нас рыбный край, да, посмотрите, у нас там 2,5 экспоната. В свое время, в принципе, они выставлялись, я имею в виду рыбаки, 60-70 видов продукции они делали. И народ, я вам честно скажу, в принципе, вот 3 дня выставка длится, да, все 3 дня ходили и говорили, а когда можно будет попробовать. Попробовать и даже приобрести можно на свежем воздухе. В этом году выставочные традиции решили соблюсти и торговлю перенесли на площадку перед зданием. Здесь развернулся гастрономический фестиваль. И тоже не без участия Коми. Мы приезжаем в Москву для того, чтобы показать, что растет на севере. И, конечно же, показать себя, чем можно людей порадовать. Сами видите, что отличного качества. Скажем, в этом году у нас не такой урожай, небольшой, но все-таки мы сюда конкретно собрали, высушили. Я сама фасую весь гриб. Наши аграрии жалуются на неурожай. Говорят, собрали 30% от объема того года. Так что для работы на зиму уже не останется. Еще бы с таким-то спросом. Клюква обалденная, просто. У меня в холодильнике старая, и мне неохота, а это прям можно съесть. Вот сейчас взяла, и сейчас всю, наверное, съем. Тут же. От Коми на Золотую осень приехали 30 человек в составе делегации директор агропромышленного техникума. На выставке она во 2-й раз вдохновляется. Здесь, мол, рождаются новые идеи. Пообщавшись с производителями, пообщавшись с руководителями предприятий, которые используют эту технику, мы имели уже целый пласт таких оснований не безбоязненно покупать себе технику. Поэтому сегодня мы тоже закупаем новую технику, которая широко будет использоваться в подготовке наших механизаторов и трактористов. И я так думаю, что, может быть, еще что-то хожу, фотографирую. На поддержку регионального АПК в 2018 году предусмотрено более 1 миллиарда рублей. И вложенные средства приносят отдачу. Прирост производства молока в сельхозорганизациях составил 1,5%. Регион полностью обеспечивает себя мясом птицы и картофелем. Теперь нужно подумать об экспорте. Наша доля не очень большая. Мы большей частью представлены дикоросами, но часть мы продукции оленеводства. Но хотим нарастить эти объемы. Задачу ставит федеральный Минсельхоз наш, поэтому мы тоже нацелены на это и будем постепенно наращивать объемы. Есть некие планы у нас и дорожная карта в этой части. Сегодня наше мясо, птицы и яйцо дошло до Краснодарского края. А продукты оленеводства и дикоросы и вовсе востребованы за границей. Но для щедрой земли Коми это не предел. Республика Коми! Ура! Таисия Жакова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Москва.